Barıгызны да сәламлим, хәерле кичләр, һәм мин сезне татар теле онлайн дәресендә сәламлим. Ни хәлләрегез бар? Почему-то я всегда волнуюсь, когда начинаю, как будто в первый раз. Ни хәлләрегез бар? Кемнәр монда? Комментарийлар языгыз, сәламлибез әйдә бер-беребезне, хәлләребезне сорыйбыз бер-беребезнең. Кемнәр монда? Җавап бирегез. Күптән күрешкән юк, мы давно с вами не виделись. Мин сезне сагындым. Сездә мине сагынгансыз дип өметләнәм. Я также надеюсь, что вы тоже по мне соскучились. Потому что я вам очень соскучилась. Так, мине ишетәсезме, мине күрәсезме? Какое-то соединение. Не очень хорошее. Интересно. Все меня видят, слышат? Напишите, пожалуйста. Пожалуйста, ишетәсезме мине? Так, смотрит 3 человека, написано. Исәмез, Регина. Мине ишетәсезме, мине күрәсезме? Ну, как-то соединение не очень. Так, напишите, все ли меня видят. Мине күрәсезме, мине ишетәсезме? Не знаю, что с соединением. Вроде интернет хорошо работает. Или мне только так кажется. Я рад. Меня была Регина на Харимелле. Ты не только Регина, что ли? Яралай, сойдет узакка сузмык. Не будем долго тянуть. Дәрес дәресне башлап җибәрәбез. Не будем долго тянуть и будем начинать наш урок. Сегодня же у нас 11 урок, осталось еще не считая этого урока, еще 9 занятий этого нашего продолжающего потока. А уже с 23 июня начинается у нас новый поток. И я буду очень признательна, если вы тоже будете активнее в нем участвовать или позовите своих каких-то друзей и так далее и тому подобное. Так, я пошла җибәрәбез. Так, начнем мы сегодняшний урок с теории, а не как обычно с практики и каких-то там стихотворений, да, и так далее и тому подобное. Так, мин бүген теориядан башлап җибәрәм. Һәм мин сезгә бөтен һәм барлык сүзләрнең куллануы турында сөйләп китәсем килә. То есть я хочу сегодня рассказать вам про использование слов «все» и «все». А вы уже знаете, что в сочетании с другим словом, то есть определение, как прилагательное, все, весь, вся, все передается по-татарски словом «бүтін» или «барлык». Обычно с частицей «та». Ул бүтін, яки барлык акчасын югалтты. Он потерял все деньги. Барлык җаваплар да дөрес түгел. Все ответы неправильные. Сейчас я еще раз попробую. Точно все слышно и видно. Соединение очень хорошее. Слышно? Так. Мәсәлән, давам итәбез. Продолжим. Мин барлык укучыларга дәфтәрләр җибәрәм. Я передала тетради всем ученикам. Или отправила, передала, да? Без бөтен илне күрдек. Мы повидали всю страну. Видите, в принципе, вы можете употреблять и барлык, и бөтен. То есть у них значения одинаковые. Понятно, да? Когда же все употребляется как самостоятельное слово, как существительное, оно передается по-татарски «бүтүнүсү», обычно с добавлением частицы «д». Иногда употребляется слово «барысыда» и некоторые другие. В винительном падеже оно получает аффикс «н», а в других падежах соответствующие падежные аффиксы. Например, «Бездә барысыда әйбәт», у нас все хорошо. «Мин бүтүнүсүн дә күрәм», я все вижу. Мин сиңа бөтенесен дә сөйләдем.
Я тебе все рассказал. Я тебе сказал, я тебе все рассказал. Ну, то есть оба варианта правильные. Так, аңлашылды ма? Бұл бүтін барысы турында. Так, ага. Где все? Почему так? Где все? Только Регина, что ли, меня смотрит? Аңлашылды, Регина. Ага. Ярар. Мин алға таба барам. Продолжим. И давайте попробуем перевести вот эти предложения. Регина, тебе сегодня придется немножечко попотеть. Әзірәк бүгін мына күбрәк эшләргә кирәк булачак. Так. Кайсы кылагың бөтенесен, барысын да ишетә? Как будет? Давайте, кто еще там? Шпион у нас еще один. Один сейчас смотрит, два показывает у меня. Кто еще смотрит нас? Регинадан қалатан кім қарый? Қая барлығы? Марат қая, Азат қая, Ильяс ярар енді сыңырап қалам деді. Где все? Где Гульнара? Активисты мои. Да, Регинка активистка у меня сегодня. Или же я вам буду делать это как домашнее задание, потому что я не вижу смысла сейчас на вот человека все висит. Так, какое ухо все слышит? Да, дерес. Кайсы клам бітінісінде ишітеді. То есть какое ухо? Ну, это вот, например, у вот этого ухо, горло, нос, да. Вот ларинголога, когда, да, осмотр спрашивает, допустим, какое ухо у вас все слышит, допустим. Понятно, да? Вы вчера всех куриц нашли? Сіз кеше бітінісінде барысында таптыңыз ма? Сіз кеше барлық тауықтарны таптыңыз ма? Да. Вы вчера нашли всех куриц, правильно? То есть у них есть свойство убегать у этих куриц, да? Так, син кече бітінісінде таптыңыз ма? Вы вчера все... Ага. Сіз кеше бітінісінде барысында таптыңыз ма? Сіз кеше бітінісінде барысында таптыңыз ма? Ага. Ну, это да, это одинаково. Bütün cevaplarını birtim. Ты дал все ответы. Хорошо. Так, Регин, давай следующий тогда. Син бітінісінде сұрадың ма? Син бітінісінде сұрадың ма? Син бітінісінде сұрадың ма? Нешігірек болар екен? Так, вас сегодня мало, я поэтому домашнее задание также отправлю, ладно, в группу. Нет, бітінісінде. Ты все ли спросил, яме? Если бы, смотри, Регина, Хараля, син, допустим, было бы вот так вот. Бітінісінен де сұрадың ма? То это было бы да. Ты у всех ли все спросил? Ну, у всех спросил, получается, да? А в данном случае, вот именно в этом, получается, да? Син бітінісінде сұрадың ма? Это значит, все ли ты спросил? То есть, вот, ты у всех спросил. Так, а вот именно бітінісін, это все. Понятно? Аңлашыла мамысы? Так, айтады екіншісін. Ағашта барлық яфраклар сары. Как будет? Ағашта барлық, да. На дереве все листья желтые. Умничка, молодец. Дұрыс. Так, біз бітінісінде юдық. Как будет? Біз бітінісінде юдық.
Мгм. Ну все, помыли. Все, здорово. Ой, бик яхшы аңласаң. Так, жәй көні барлық ағачлар да яшел. Ничек була? Жәй көні барлық ағачлар да яшел. Жәй көні. Ребят, напоминаю, да, вот смотрите, в татарском языке жәй көні, күз көні, да, получается қыш көні, да, жәй көні, яз көні. Это все вот не обязательно, да, вот, например, значит, летним днем, да, жәй көні. Это значит летом, зимой, осенью. В татарском языке это говорится двумя словами, да, напоминаю. Летом все деревья зеленые, да, все правильно, дұрыс. Һәм соңғысы нейді? Барысы да аякларын юдылармы? Барысы да аякларын юдылармы? Как будет на татарском? Ой, на русском. Барысы да аякларын юдылармы? Все вымыли ноги? Да, умничка, Регина. Все здорово, все правильно. Вот, тоже промониторим глазками. Который ухо все слышит. Siz kecha baliq tovuqlarni topdingizmi? Вы вчера всех куриц отыскали или нашли, да? Siz kecha бөтенесен топдыңызмы? Вы вчера всех или все нашли? Вот как раз таки вот здесь бөтенесен это вот всех или все. Так, син бөтен жауапларны бирдең. Ты все ответы дал. Син бөтенесен сұрадыңмы? Ты все спросил. Ағашқа барлық япраклар сары. На дереве все листья желтые. Біз бөтенесен юдық. Мы все вымыли. Жәй көні барлық ағачлар да яшел. В летние дни все деревья зеленые. Барысы да аякларын юдылармы? Все вымыли ноги? Хорошо. Алға таба барабыз. Так, теперь немножко опять теории. Фиилінің инфинитив формасы. Неопределенная форма глагола. Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы «что делать», «что сделать», «нишлярге». В татарском языке образуются из корня глагола, то есть единственного числа повелительного наклонения. Ну, то есть это как обычно. Плюс аффикс рга, эрге, арга, эрге, ярга, рга, эрге. То есть зависимость, на какую букву заканчивает слово. Мисал. Ойнарга – играть. Эзлерге – искать. Юнырга – мыться. Пешерерге – варить, печь. Язарга – писать. Езерге – плавать. Киерге – надевать. Понятно, да? О, Марат Хайракиш. У нас пополнение. Так. Там, да? Заходите к нам на огонек. Так, ярар алға таба кеттік. Шулай фигальный инфинитив формусын давам етеміз. Как определить, на какой аффикс будет заканчиваться инфинитив? Хотим обратить ваше внимание, что правил очень много, а некоторые глаголы не подчиняются им, поэтому будет эффективнее заучить и изучать их на практике. То есть вот вам просто вот этот порядок запомнить надо. В принципе, эти окончания, они похожи, но отличаются тем, что просто который-то начинается на гласную, а кто-то на согласную. В принципе, там ничего такого сложного нет. Ауырлыклар yok довольно. И тем более с вашим складом ума вы, мне кажется, справитесь просто без проблем. Я в этом на 100% даже уверена. Вот, как раз-таки они делятся на 6 видов. Не пугайтесь то, что 6 видов, ой, это много. Нет, я говорю, они похожи все. Вот, например, глаголы, корень которых оканчивается на гласную букву, кроме «и». Имеют аффикс «рга», «рге». То есть, получается, все гласные буквы, кроме «и», на «рга», «рге». То есть «аша», «ашарга», «силе», «силерге», «укырга». Глаголы с основой из 2-3 слогов, оканчивающихся на согласную букву, всегда имеют «рга», «рге». То есть, например, ұнытырға, берілерге. Глаголы с основой из одного слога, оканчиваются на согласные «р» и «л». Также имеют аффиксы «рга», «рге», «бирерге», «қалырға». То есть, видите, один слог у нас «бир», «қал». Но есть исключение из правил. Это «л», «элерге» и «кіл», «кілерге». Глаголы с основой из одного слога, оканчивающиеся на «и», либо «и» краткую, имеют аффиксы ярга, ерге, жи, жиярга, киерге. Этих тоже слов очень мало.
Глаголы с основой из одного слова, не оканчиваются на согласные р, л и краткую, имеют аффиксы арга, эрге. Аш, ашарга, эшерге, кроме тех случаев, когда глагол оканчивается на две стоящие подряд согласные буквы. Глаголы с основой из одного слога оканчиваются на две стоящие подряд согласные буквы. Например, йырт, йыртырге, кайт, кайтырга, тарт, тартырга, эйт, эйтырге. Мы знаем то, что р у нас согласная, да? И также вот, например, т, йырт получается. Поэтому будет йыртырге. Вот. Пока это понятно, аңлашыламы или ауырыракмы? Или немножко пока сложновато? Напишите, пожалуйста. Так, это я вам скрин отправлю, то есть чтобы у вас перед глазами это было. Хорошо? Группаға жіберілмін. Так, алға таба кеттік. Вот. Вы попутно пишите свои комментарии, свои ощущения. Өзіңіздің хис-тыйғыларыңызды yazыңыз, Образование инфинитива при помощи аффиксов. Глагол в повелительном наклонении оканчивается на гласный, кроме «и». Всегда получает аффиксы «рга», «рге», «мисал», «аша», «ашарга», «силе», «силерге», «уку», «укурга». Глагол в повелительном наклонении, оканчивающийся на «и» кратко, всегда получает аффиксы «ярга», «ерге». Мисал «жи», «жи», «ярга», «ки», «керге». Я все вот это просто объясняю еще раз. Повторение у нас в форме таблицы. Глагол повелительного наклонения оканчивается на согласную. Глагол состоит из нескольких слогов. Всегда получает аффиксы рга, рге, онотонотурга, берел, берелерге. И заканчивается на р и л, получает аффиксы рга, рге, мисал, бирерге, холырга. Есть исключение, кл, л. И заканчивается на другие согласные. Получает аффиксы арга, рге, мисал, аш, ашарга, эш, эшерге. Кроме случаев, когда глагол оканчивается на две согласные буквы подряд. Эйтергер, кайтырга. Вот. То есть это я вам двух видов дала, чтобы вам легче было запомнить. Так, дальше поехали. Также, как и у других видов глагола, у инфинитива тоже есть отрицательная форма. У нас же всегда все есть положительное, есть что-то отрицательное, да ведь? И вот. Ну, тут, в принципе, тоже, я говорю же, ничего сложного нет. Неопределенная форма глагола может быть и в отрицательной. В этом случае аффиксы рга, рге, рга заменяются на аффикс маска, меске. Запомните просто как Москва, Москва, похоже, да? Например, ашық, торопись, ашығырға, торопиться. А вот не торопиться, ашықмасқа. Просто вот вместо вот этих окончаний, которые мы только что изучили, вы просто добавляете маска, если слово твердое, а если слово мягкое, то просто мяске. Понятно, да? Например, уйла, думай, думать, уйларға, а не думать, уйламасқа. Например, сырт, вытирай, сыртәрге вытирать, а не вытирать, это значит сыртмәске. Силе, говори, силярга говорить, силемеске, не говорить. Понятно, да? Вот, например, он попросил меня не говорить. У меня силемеске кушта. Понятно, да? Ну, силемеске рассказывать, не рассказывать. Понятно, да? Просто маска, меске. Еще раз повторяю, если слово твердыми, из твердых гласных состоит, то будет маске. А если из мягких гласных, да, то это будет меске. Вот. Теперь попробуйте вот эти глаголы. Давайте я вам так напишу и открою тот файл, чтобы вам было перед глазами. Вот эти глаголы надо сделать неопределенные. Аша, силе, башла, уйла. Сейчас я вам открою тот файл. Хорошо? Вот эти глаголы нужно сделать в неопределенные. Вот. Давайте попробуйте сделать. Вот эти 4 глагола попробуйте, давайте проставить неопределенную форму глагола. В инфинитив получается. Менә бу тирләндерергә кирәк. Менә бу 4 фигыльне, яме? То есть распрягать вот эти 4 глагола в неопределенную форму. Инфинитив формасына.
Мгм. Марат, получается у вас? Или опять не отправляется? Пока я вижу только 2 плюсика. У вас так же? Давайте начнем со слова аша. Аша деген сөзден başlıyoruz değil mi? Вот Регина уже написала. Ашаға, ойларға. Да, все верно, хорошо. Давайте еще слова. Кыр. Так, сейчас я... Согласны? Бар. Эль. Так, обратно возвращаюсь, чтобы у вас перед глазами было. Кель, киль, тыр, бар, бель. Попробуйте тоже. Так. Угу. Да, шарга, дырыс. Потому что на гласную давите заканчивается корень. Угу. Поэтому будет рга. Угу. Қалғандар неше керек болар? Тилерге, дұрыс. Да, силя, опять-таки на гласную, но слово у нас мягкое, поэтому будет силерге. Имя? Башларға, башла, шулай ук на гласно заканчивается, да, ведь на а. Поэтому будет башларға. Все верно. И уйла. Так. Получается же? Получается. Остальные давайте. Кірерге, килерге, тұрарға, барырға, да, білерге. Да, все верно. Только вот Марат тырырға, ема? Тырырға и барырға. А так все верно. Так, Регина все правильно писала, молодец. И давайте еще слова. Тут, аш. Так, дальше. Бурыл. Сразу напишу несколько, ладно? Вы уже можете расставлять, расклонять. Аннат, кижи. Жи. Вот эти все слова яме. Так, возвращаясь к слайду с правилами, чтобы вам легче было. Әйдәгез, менә бу саңа 8 сүз половинында. 8 слов. Еще делайте, и будет нам счастье. Так. Келесі дәріс біздің воскресенье күні бола, яме? Якшәмбе күні. Следующий урок у нас будет в воскресенье, если вы, конечно же, не против. Ну, я вас заранее предупрежу. Так. Так, поспрягаем, и давайте перейдем потом уже к другому. Я жду. Так, да. Тырыға. Тут у нас заканчивается на согласную. Тут это на один. Так.
Тотырға. Тотырға. Да, эшерге, ашарға, борылырға. Да, все верно. Да. Молодцы. Да, все верно. Борылырға, да. Давайте берер и онот. İki Берелерге. Да, все верно. Дұрыс. Берілерге, ұнытырға, киерге, жиярға, да. Жиярға, киерге. Киерге там с буковкой Я будет, тема жиярға тоже. Киерге, жиярға. Это вот как вот получается слова и исключения. Посмотрите правильно. Вот 4-й пунктик. Глаголы с основой из одного слога, оканчиваясь на и или на и краткую, имеют аффиксы ярга, ерге. Жи, ярга, киерге. Ясно? Да. Анладыңыз? Так, ребят, это понятно было вам? Угу. Эти правила я вам пришлю, хорошо? Так, молодцы. Вот как раз таки. Сейчас. Как вот правильно писать еще раз. Писать, извините, просмотрите. Ашарға, сейлерге, башларға, уйларға, кірерге, келерге, тұрырға, барырға, білерге, тұтарға, ешерге, ашарға, бұрылырға, берілерге, ұнытырға, киерге, жиярға. Так, все. А теперь это вообще легко. Просто преобразуйте в отрицательную. Просто вот здесь есть инфинитив, то есть да, неопределенной формы глагола. Вы просто преобразуете их в отрицательные. Это очень просто. Вспоминаем. Сегодня я вам говорила. Маска, беске. Это очень просто. Вот эти глаголы. Просто давайте подряд прям пишите в отрицательную форму. Юклух форму снаема. Это уж очень просто. Давайте хотя бы до половины сделаем, чтобы у нас время не так много отнимало вот это, да? То есть давайте до тотырға получается. В принципе, тема легкая. Вы, мне кажется, справитесь вообще просто очень быстро. Давайте до тотырға сделаем и потом... тұрырға, извините. Вот. И продолжим дальше изучение, потому что ауырлық жоқ. Прям по порядку пишите. Можете в одну строчку все написать, как вам удобно. Яма ничек сізге оңайлы, ничек сізге жеңіл, шулай yazыңыз. Так и напишите. Я внимательно смотрю и, если что, буду вас направлять, подправлять какие-то ваши мелкие ошибочки, потому что на большие ошибки вы не способны, потому что у вас действительно процесс идет хороший. Мне очень это нравится. Так, ашарға ничего было? Вот ашарға это есть. А не есть, не кушать по-другому. Кушать, не кушать. Қайсысы? Таң бізге кімдір кірді, бізге 4 кіші қазір, кімдір бізні таң қарай. Исәмісіз шол кішіге. Кто-то нас еще смотрит, кто-то присоединится. Я не знаю, кто это, но ему все равно привет. Исәмісіз. Так. Балақайларым, давайте побыстрее. У нас еще много сегодня надо всего изучить. Время поджимает. Давайте веселее, активнее. Активлаштабыз. Давайте активизируемся, чтобы побыстрее это все было. Так, Регина Марат спасает ситуацию. У нас уже 5. Так, кімдір кірді?
Опять 4. Уже 3. Где все? Куда пропадают? Вы что? Я что, неинтересно так вам все рассказываю, что вы все спекаете? Так. Алло. Yazığı dinleyin. Пишите, пожалуйста, это очень просто. Вам просто вместо вот этих выделенных красных окончаний надо поставить либо моска, либо меске. И будет у вас отрицательная форма. Помнили? Поняли? Точнее. Давайте жду. Жду. Угу. Koysun midashik мы. Почему у меня не выходит? У вас тоже такой же, этот, как у Марата, что ли, началось? У меня ничего не видно. Ну ладно, давайте время тогда не будем тратить. Ашамаска, да. Да, Шилемеске. Угу. Да, все верно. Башламаска, әйе. Бармаска, білмеске, тұтмасқа, әйе. Угу. Тұтмасқа. Да, все верно. Все понятно, да? Ребят, ну тут ну как вообще нету, да? Если слово мягкое, то мяско, а если твердое, то маска. Понятно, да? То есть давайте мы это просто прочитаем сейчас тогда. Ашарға ашамасқа, сөйлерге сөйлемеске, башларға башламасқа. То есть смотрите, ашарға кушать, ашамасқа не кушать, сөйлерге рассказывать, сөйлемеске не рассказывать. Башларға начать, башламасқа не начинать, да ведь? Ойларға думать, ойламасқа не думать, кірерге заходить, кірмеске не заходить. Келерге приходить, келмеске не приходить. Вот почему не отправился, интересно, да, Реген? Я вижу, то, что вы в WhatsApp отправили. Не знаю, почему у меня вот не выходит. Почему-то. Странно. А так вот все правильно, да. Так, келерге приходить, келмеске не приходить. Тұрырға вставать, тұрмасқа не вставать. Барырға идти, бармасқа не идти. Білерге знать, білмеске не знать. Тұтарға держать, тұтмасқа не держать. Ішерге пить, ішмеске не пить. Ашарға открывать, ашмасқа не открывать. Бұрыларға повернуться, бұрылмасқа не поворачиваться. Бәрілерге ударяться, бәрілмеске не ударяться. Ұнытырға забыть. Рахмет, Марат. Так, бәрілерге ударяться, бәрілмеске не ударяться. Ұнытырға забывать, ұнытмасқа не забывать. Киерге одевать, надевать, да, получается, кимеске. Не надевать, не одевать. Жиярға собирать, жимасқа не собирать. Все это понятно, да? Хорошо. Теперь дальше немножечко послушаем. Есть у нас такое понятие в татарском языке. Оно, конечно, не совсем есть в русском языке, но частично хочу вам сказать. Исем фигель, то есть имя действия. Имя действия, ну, это даже вот сейчас дословно его тяжело перевести, но я вам все-таки постараюсь это сделать. Имя действия – форма, широко используемая в речи, которая переводится на русский язык отглагольным существительным, вроде английского герундия. Мисал. То есть, смотрите, это так получается, когда из существительного, да, из глагола делается существительное, если говорить это простым языком. То есть какое-то действие превращается в существительное. То есть, например, язу, то есть писание, письмо, не предмет, а процесс. То есть, например, урок письма, например. Понятно, да? Потом килю, ну то есть процесс писания. Понятно, да? Килю, прохождение, например, прохождение чего-то, да, допустим, приход. Ю, мытье, то есть мытье посуды, например. Силяшу, говорение, то есть между нами произошло говорение, то есть разговор, да, допустим. Допустим,
Bizning orabizda сөйлесу bo'ldi. Понятно, да? Дальше ташлау, бросание. Бунинди ташлау, типа, это какое бросание, да, например? Образуется путем прибавления этого аффикса к корню глагола ер, еру, хождение, ю, мытье, туну, замерзание, да? Кету, ожидание, зля, поиск. Отклонений немного. Уку, жею, кою. И несколько других. Ударение ставится на гласную перед а, если ее нет, на у. Имя действия на у может получать и аффикс существительно перед аффиксом принадлежности. Вместо у пишется в. Например, силяу, рассказ, да? Например, силяу, твой рассказ получается. Потом, вот видите, силяу дегенде а он превращается в. Сөйләуіңнен из твоего рассказа. Дальше сөйләулеріңнен из твоих рассказов. Понятно, да? Вот. Это у нас называется имя действия. То есть это отглаголенное существительное. Так. Вот, например, взятие. Давайте попробуем быстренько перевести вот это дело. Как будет взятие? Попробуйте сделать из вот, получается, как имя действия. Да, исем фигаль. Сделайте, переведите, пожалуйста, вот это. Вот эти слова точнее. Кто справится? Хайсавас. Регина, давайте, если... Регина, и вам тоже, Марат, говорю. Если там, я жду и не отправляется, WhatsApp-қа түсіріп жіберіңіз, отправьте в WhatsApp тогда. Чтобы времени не тратить. Угу. Угу. Так. Просто алу, яме? Вот, просто алу. Вот, Регин. Просто алу. То есть берется у вас основа, получается, да, глагол повелительного наклонения, и просто добавляется у, либо все, ничего сложного нет. И то же самое килю. Вот смотри, килю. У меня вот так, сейчас поставлю. Вот. Ага. Поняли? Берется основа повелительного наклонения глагол, и к нему просто добавляют либо у, либо ы. Все, ничего сложного нет. В редких исключительных случаях добавляется ю. Вот мы в правиле это говорили. Например, накладывай сал. Накладывай, да? Например, ашарга сал. Накладывай, кушай, допустим, еду, да? Вот. А это вот накладывание еды именно. Угу, хорошо, все верно. Салу, да. Например, возвращайся, кайт, да? Возвращайся домой, иге кайт. А если, например, возвращение, кайту, все верно. Так, бег. Как будет бегай, а тут бег именно. Это же процесс какой-то, действие, а тут надо вот именно как имя действия. Как будет бегай? Повелительное наклонение. Бегай. Это план. Просто к нему получается добавляется окончание. В данном случае будет потому что это слово бегай, да, оно мягкое. Егерю, да. Только вот е убирайте, пожалуйста, я Регина. Егерю просто. Егерю. Угу. Так, все верно. Теперь пение. Пение.
Жерлау. Так. Все хорошо. Делание. Делай что-то, вот получается. Ясайме. Кайту. Яме возвращение. Кайту. Кайту. Марат. Кайту. Кайт. Кейт түгел. Кайт. Возвращайся. Кайт. Ясау. Эйе. И можно даже эшлею тоже можно. В принципе, тоже будет правильно. Смех. Как будет смех? Будет смейся и смех. Угу. Так. Смех. Смех, смех, смех. Кором нас. Так вспомнил. Значит, была смех. Как будет сначала смейся? Глагол, да, повелительное наклонение. И потом смейся, и из него нужно сделать так. Рустам у нас тоже зашел. Десятый Рустам. Жерлау яма. Вот именно, вот Регина. Там. Да, Калю, все верно. То есть, смотрите, жерла это спой. А вот именно когда мы добавляем в конце у, получается, это уже получается пение. Сам процесс. То есть идет уже как существительное оно. Жерлау. Пение. Угу. Понятно, да? Жерлау. Так. Открытие. Ащу. Эе. То есть, смотрите, аш это открывай, да? Вай. А ащу получается, да? Открывание. Открывание. Понятно, да? Ащ открывай, а еще открывание. Видите, тут как система. Так, и кту ожидание. Ой, букатулер, видите, ой, эти все ожидания, как они меня напрягают, например, да? Аңладыңыз? Да, Марат Кілу, правильно, смех. Все верно. Алға кеттік. Вот как раз таки взятие алу, приход келу, накладывание салу, возвращение кайту, бег егеру, пение жерлау. Дальше делание руками ясау, смех келу, открытие ащу, ожидание кету. Ауырлықлар yok, да ведь? Аңладыңыз? Комментарийларыңызны жазыңыз, деме? Алға таба кеттік. Это новые слова вам будет, я вам тоже это отправлю, ладно? То есть, смотрите, арырга, повелительное наклонение, ары, спрягаем основу, ары, уставать. Заметьте, арыдым, арыды и так далее. Ащуланырга, повелительное наклонение, ащулан, спрягая основу, ащулана. То есть, это сердиться, злиться, миңа, аңа, на меня, на него, например, да? И ругать. Мине, аны, меня, его. То есть, мине ачуланды, например. Так, булышырга, булыш, булыша – это помогать. Йылдыз, звезда. Есть еще имя Йылдыз. То есть, женское имя Йылдыз. Ряхат – приятно физически, а не духовно. Миңа езу ряхат. То есть, ну, когда вот это кайфушечки, грубо говоря, ряхат. Сатырга, сата, сат это продавать, значит. Сырарга спрашивать или просить. Сырау имя действия, да, это вопрос, либо просьба. Туктарга, тукта, тухты, останавливаться, переставать. Тиеш, должен. Ул ухырга тиеш, ул миңа унсум тиеш. То есть что-то должен. Тырырга, тыр, это жить, вставать, стоять на месте, например. Так, стоить. Куб метра. Понятно, да? Это вам тоже все пришлю. Алатава. Егерерге. Егер, егеря, бежать, бежать. Бегать, бежать. Кунак – это гость. В гости кунака. Кышкырырга, кышкыр, кышкыра, кричать на меня, на него, например. Мемкин – можно, разрешается. Например, кирерге мемкин. Можно войти, допустим. Мемкин тугель – нельзя.
Кирергә мөмкин түгел, например, входить нельзя. Озак, долго. Түзүргә, түзү, түзи, строить. Обычно только о каменном доме, а деревянном чаще салырга. Заметьте, түзүдүм и так далее. Уку – это учеба в школе, и уку – это чтение. Уянырга, уян, уяна, просыпаться. Ялкау – это лентяй. Ярамы – это нельзя. Вот, например, карас вы можете даже кирирге мемкин тугель. Вы можете сказать вход запрещен, грубо говоря, да? Можете сказать кирирге ярамы, то есть нельзя входить. Тоже будет правильно оба варианта. Дальше можно мемкин, иретирге, ирете, учить, научить, обучать не в школе, в некоторых говорах близко к ир. Например, еще вот это ярама нельзя, это я вам сказала. И яры это ладно. Яры, ярар. Например, там что-то говорит, вот это не трогай, да, манатирге ярамы. Ярар, ну типа хорошо, ладно. Ищенщикен, позавчера, 3-го дня. Понятно, да? Ага. Так, теперь прочитаем вслух с переводом. Эссекенде суда юзу бикрахат. Попробуйте перевести, пожалуйста. Эссекенде суда юзу бикрахат. Эссекенде суда юзу бикрахат. Эссе это значит жаркий. Жарко. Эссе. А вот именно в сочетании эссекенде это значит жаркий день. Угу. Давайте попробуйте перевести, пожалуйста. Эссекенде суда юзу бикрахат. Жаркий день, плавать очень приятно. Да, плавать в воде очень приятно, понятное дело. Ну, реально уж плавает, ну не в молоке же, или еще где-то там, да, понятно, что в воде. Так, или очень, ну, очень кайфово, очень приятно, то есть физически, да, получается. Так, минем кызым элек әйбәт укыды, а хәзер начар укый. Аңа булышырга кирәк. Минем кызым элек әйбәт укыды, а хәзер начар укый. Аңа булышырга кирәк. Элек это значит раньше, яме? Раньше. Если вы вдруг не помните, я вам подсказываю. Раньше. Элек. Раньше. Элек. Минем кызым элек әйбәт укыды, ә хәзер начар укый. Аңа булышырга кирәк. Угу. Моя дочь раньше хорошо училась, а сейчас плохо. Ей нужно помочь. Да, ей нужна помощь, даже можно сказать. Да, все верно. Молодец. Сен 7-нче яртыда 8 туларга 10 минутта уянырга тиеш. Нет, тут не он, извините, в кавычках не совсем правильно написано. Так, просто напиши. Вот в кавычках не обращайте внимания, ладно? 7-нче яртыда просто. Сен 7-нче яртыда уянырга тиеш. Жаркий день, в воде плавать очень приятно. Да, все верно, Марат, дұрыс айтасыз. Дұрыс, тәржіме бердіңіз. Правильно дали перевод. Ага. Так, сен 7-нче яртыда уянырга тиеш. Вспоминаем, как будет на на русском языке. Угу. Ты должен проснуться в половине 7-го. Да, все верно. Шунды сон? Что такое сон? Сон. Кто помнит? Если не помните, я... Да. Все верно. Ой, Регин, умничка. Я прям восхищаюсь. Здорово. Миссис белән соклана. Так. Безгә туктарга мөмкинме? Так, моя дочь раньше хорошо училась, а сейчас плохо учится. Ей помогать нужно. Да, все верно, Марат. Шулай ук сез делаете успехи. Уңышлар ясыйсыз, сәйя.
Безгә туктарга мөмкинме? Как это будет? Безгә туктарга мөмкинме? Так. Нам можно остановиться, да? Әйе, дөрес. Нам можно остановиться? Мгм. Здорово. Так. Вчера мы ходили играть в детский сад. Әйе. Өченче көн без балалар бакчасына уйнарга киттек. Пошли только получается. Верно? Киттек. Ходили. Пошли, получается. Здесь ведь нельзя бегать. Ага, монда йөрергә ярамый бит. Әйе. Найны улы соң уянырга ярата. Нам можно остановиться? Да, что сделать? Остановиться. Да. Марат, правильно. Мгм. Мгм. Так, Найның улы соң уянырга ярата. Улы. Кто такой улы? В данном случае не он, она, а что-то другое. Сын Наиля любит просыпаться поздно. Да, да, да. Или Наилькин сын, да? Найның улы соң уянырга ярата. Сын Наиля любит просыпаться поздно. Укучылар дәрестә кычкырырга тиеш түгел. Ученики не должны кричать на уроке, да, или шуметь, получается. Кычкырырга это значит шуметь, кричать, то есть создавать шум по-другому. Позавчера мы ходили играть в детский сад, да. Да-да-да. Ой, все здорово. Мгм. Да, егерге ярамый бит. Давай, Марат, подождем, и мы дальше пойдем. Здесь бегать нельзя же, да. Ярамый бит, вот это же как раз таки. Понятно, да? Здесь же бегать нельзя. Мгм. Найның улы соң уянырга ярата. Найның улы соң уянырга ярата. Мгм. Сын Наиля любит поздно вставать, да. Только торырга, а тут именно просыпаться. Яма уянырга. Просыпаться. М? Поздно просыпаться. Если было бы, например, сын Найльның улы соң торырга ярата, то да уж тут вставать. А тут именно просыпаться. Яма? И последний, Марат, укучылар дәрестә кычкырырга тиеш түгел. Укучылар дәрестә кычкырырга тиеш түгел. Укучылар дәрестә кычкырырга тиеш түгел. Так, давайте напишите, я пока другому перейду, ладно? Так, секундочку. Ой. Я сейчас прочитаю, получается, сколько. Давайте вот это сделаем, а остальные вам будут как домашнее задание. Потому что тут еще достаточно. Мгм. Или любит поздно вставать.
Давайте вот это тоже переведем. Прочитайте вслух с переводом. Siz nega yotasiz ishlarga kerak ish? Turg'iz, turg'iz. Yo'q, biz bekoradiq. Siz nega yotasiz ishlarga kerak ish? Turg'iz, turg'iz. Yo'q, biz bekoradiq. Да, вы почему лежите? Работать надо же. Вставайте, вставайте. Нет, мы очень устали. Клево. Вытряхиваем. Здорово. Здесь на уроках не должны кричать. Да, Марат, все правильно, все верно. Теперь переходим к следующему, ладно, переводу. Минем ике сұрауым бар. Как будет? Минем ике сұрауым бар. Например, минем сізге ике сұрауым бар. У меня, бла-бла-бла-бла. У меня есть два вопроса, да. Или, например, если бы сказали, допустим, минем сізге ике сұрауым бар. У меня есть к вам два вопроса, было бы. Понятно, да? В таких случаях это употребляется. Ирек, свобода майданна, нешенче трамвай бара. Майдан это площадь, кто не помнит. То есть в Казани есть такая остановка, площадь Свободы. Угу. Это вот прям в центре, где театр оперы и балета имени Муса Джалили находится. Какой трамвай едет до площади Свободы? Сегізінші, әне отыр. Ага, восьмой, да, на него садись. Ну, здесь можно эне, утр, это значит в том плане, то, что вот вам ответили, восьмой, вон он приехал, вот садись. Понятно, да? Эне, вот, получается. Угу. Вот садись, типа, ну, как будто бы подъехал, давай садись. Сіз атнаға неше күн эшлейсіз? Ничек була? Сіз атнаға неше күн эшлейсіз? Атнаға. Да. Вы сколько дней в неделю работаете? Дней 6 gün. Я 6 дней. Так, вы почему лежите? Работать надо ведь. Вставайте, вставайте. Нет, мы ведь устали. Да. Биг, то есть очень устали, да? Угу. Ул шундый, шул кадәр кичкенә, аңарга әле күп үсәргә кирәк. Ул ничә сантиметрга үсте? У меня есть два вопроса, да. Все верно, Марат. Ул шундый кичкенә, аңарга әле күп үсәргә кирәк. Ул ничә сантиметрга үсте? Как переведем? Он такой маленький, ему надо много расти. Да, ему еще надо много расти. На сколько сантиметров он вырос? Да. На площадь Свободы какой трамвай едет? Да, все верно. То есть аңа әле күп, ему еще много расти надо. Верно? Угу. Вот, тоже говоришь же, вот, она утр, вот, садись, получается. Он, еще раз повторяюсь, вот он подъехал, показывается, получается, она. Угу. Так, соң йокларга яту бик начар. Ялкаулар озак йокларга яраталар. Соң йокларга яту бик начар. Ялкаулар озак йокларга яраталар. Так, вы сколько дней в неделю работаете? Да, Марат, правильно. Поздно ложиться спать очень плохо. Регина Дрес. Ялкаулар, озак йокларга яраталар. Кто такие ялкаулар? Kimler ol ялкаулар? Siz ялкаумы? Мин мәсәлән озак йокларга яратмыйм. Поздно ложиться спать очень плохо. Кто такие ялкаулар? Ленивые любят долго спать, да.
Хорошо. И давайте саңысын. Ашуланма. Хатын-кызларга ашуланырга мөмкин түгел. В данном случае, смотрите по ситуации. Мы знаем то, что ашулан у нас имеет два смысла. Мгм. Он такой маленький, ему еще много расти надо. На сколько он сантиметров он вырос, да. Ашуланма. Мгм. В данном случае. В данном предложении какое лексическое значение имеет слово ашуланма? Ага. Так, поздно ложиться очень плохо, да. Мгм. Әйе, соң ятырга бик начар. Мин, мәсәлән, оннан да калмаска тырышам. Я, например, стараюсь ложиться до 10. Нельзя любит долго поспать, әйе, или долго спать. Оба варианта правильно. Ачуланма. Хатын-кызларга ачуланырга мөмкин түгел. Ничек була? Кайсыгыз әйтә ала миңа? Последний получается. Соңгысын мынан кабатлап китәбез. Не обижайся, обижаться на женщин нельзя. Да. Ну, не то, что ашулан это обижать, а именно злиться, ругаться, яма? Ашуланырга это злиться. Что делать? Ругаться, что делать, да? Молодец? То есть смотри, ашуланма, не ругайся, не злись. Хатын-кызларга ашуланырга мөмкин түгел. То есть или ярамый. На женщин обижаться, ой, вот тоже не обижаться уже. Злиться и ругаться на женщин нельзя. Понятно, да? Злиться, ругаться. Хорошо. Так, булары аңлашылды, име? Менә монсы, менә монсы, һәм менә монсы. То есть, ну, там чуть-чуть уж получается. Сейчас, ой, секундочку. Сейчас покажу, что именно. То есть последние 4 файла я вам отправлю, получается, в группу, прям после урока, да? И вы переведете. Яры? Килештек? Договорились? Так, сейчас я перейду на полный экранный режим, чтобы вы меня видели. Так. Так. Бүгінгі дәріс үшін 2 оқушыма рәхмәтімді білдірәсем килә. Біз әмма дә ләкин біз бүген бик яхшы эшләдек, булуга карамастан. Так, за сегодняшний урок я хочу сказать огромное спасибо 2 моим ученикам. И несмотря на то, что у нас было сегодня мало, мы все равно активно так позанимались, и мне очень это понравилось, и я очень вами довольна. Мен сезнең белән бик канәгать. Әмма дә ләкин икенче дәрескә мен сезнең күбрәк булуыгызны өметләнәм. Так все равно интереснее и эффективнее работать, когда очень много людей. Мен сезне икенче дәрескә көтеп калам. Икенче дәрес безнең була якшәмбе көнне, то есть это воскресенье. Шулай ук сәгате 19:00. То есть это воскресенье, и время также 19:00. Надеюсь, вам было все понятно. Бүгенге дәрестә сезгә барысы да аңлашылды дип өметләнәм. Сорауларыгыз туса, сез миңа мөрәҗәгать итә аласыз. Сез моны беләсез инде. Надеюсь, вам было все понятно в этом уроке. Если у вас родились какие-то вопросы, вы можете также ко мне обратиться. Вы это знаете.
И үшін яңа сүзләрне мин сезгә дәрес бетүгә үк шундук җибәрәм. Үтенеп сорыйм, карагыз яхшылап, өйрәнегез, яме? Новые слова и новые какие-то вот эти новые слова, получается, и задания с переводом, которые я вам отправлю сразу же в конце этого урока в группу, да, и убедительную просьбу, пожалуйста, просмотрите их и заучите. От этого зависит успех вашего дальнейшего обучения. Тагын бер кат бик зур рәхмәтләр һәм калганнарыгызны да көтеп калабыз безнең дәресләргә. Хәтта мне как-то вот ощущение складывается, что вам уже не интересно, может, я вам надоела. Вот, так что не расстраивайте, пожалуйста, меня. Бик зур рәхмәт тагын бер кат барыгызга да. Һәм мин сезне киләчәк дәрестә көтеп калам. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. До воскресенья, якшәмбегә кадәр. Мин сезгә имин, яхшы, тыныч кичләр телим. Я вам желаю спокойных, хороших, благоприятных вечеров и выходных. Сау булыгыз.